红脚运动员来自古巴。Пути к рингу Карлос Суарес Бантео, кубинец, и Бахыт Сарсикбаев из сборной Казахстана. Но пока они будут еще подниматься, пока будут приготовления, мы все-таки дадим слово нашей микс-зоне. Да, Алексей, мы тебя поздравляем от всего сердца. Перед нами двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко. Леш, скажи, пожалуйста, вот вторая Олимпиада, да, как ты себя чувствуешь? Переживания, волнение вдвойне, наверное? Ну, сейчас, после финала, уже волнение все спало. Ну что же, мы выходим в ринг на 40-й секунде боя. Карлос Бантео Суарес, ему 21 год. Ну и это последняя, как я уже сказал, надежда кубинского бокса здесь на олимпийское золото. Один-единственный боксер из Казахстана сумел пробиться в финал. Бахыт Сарсикбаев, и у него тоже, в общем-то, у его сборной это единственный шанс на золотую медаль турнира. Последние годы казахская команда очень удачно выступала и, как правило, золотые медали увозила с Олимпийских игр. Посмотрим, как будет сейчас. Пока одно очко лишь сумел набрать Карлос Бантео. Пока работает вторым номером, что для боксеров кубинской сборной это становится уже привычным делом. No puede avanzar para arriba él. No tiene más el cuerpo para el lado de la sulta. Si yo te digo que ese muchacho lo único que tiene nada más es la sulta nada más, si tú giras para allá te vas a dar con ella, pasa el cuerpo para acá, como cuando pasaste con los pies. Pasa el cuerpo para el lado. Право через руку сделать. Сейчас опять тащи на себя. Только на себя, на него не иди. Не иди на него, он придет. Ну что ж, со счетом 1-0 выиграл первый раунд Карлос Бантео. Несмотря на то, что Бахыт Сарсикбаев на 5 лет его старше, я не думаю, что это дает какое-то особое преимущество казаху сейчас. Скорее он должен реализовывать преимущество стойки своей, поскольку он левша, но пока ничего не получается со Сарсикбаевым. Да, надежда у них большая. На одно золото надеется казах. Да, ну, больше-то точно не получится. Кубинцы, я думаю, надеются на одно золото. Да, хороший кубинец. Отвечает, нет-нет, взрывается. Молодец. Вот так вот и надо работать. Сам пробил, ушел. Проснулся Сарсикбаев и стал подключать левую руку, которая работает по корпусу в основном кубинца. Ему это не нравится. Да, надо быть внимательным, потому что кубинец такой бьющий. Ну, 5-2 уже хорошее преимущество, и шестой удар. Но если он будет так работать, то он наберет очки. Бахыт Сарсикбаев. Я думаю, что кубинской сборной уже вне зависимости от того, как будет завершаться этот турнир, по окончании его, наверное, появится новый тренер. Но здесь мы все
равно выделились. 2 золота. Да, у Кубы Ни ни у кого одного. нет, да, ни у кого нет такого. При том, что в полуфиналах кубинцев было 8, а российских боксеров 3. Как бы не хотели нас с дороги убрать, но все равно сильнее. Пока еще давай подождем. Пока у Китая еще 2 впереди. 2 боксера. Так что они могут вообще и 3 теоретически получить золотые медали на этом турнире. Китайцы? Да. Да, от них можно все ожидать, тем более здесь, в Китае. Да, вот здесь отошел на удобную для себя дистанцию Сарсекбаев и просто расстрелял Карлоса Бантео. Со счетом 7-1 выиграл второй раунд. Да, Бахет уже готов. Рвется к бою. Молодец. Не дает вообще проснуться кубинцу. Сейчас рискует серьезно Карлос Бантео. Пошел вперед первым номером. Почему-то не встречает Бахет. Не Сейчас успевает. встретил несколько А раз вот сам подряд. молодец. Какая серия пробивает прямые удары. Молодец какой. Причем так быстро. И подряд бьет атаки. Троечки. Молодец. Вот, и шаг вправо, шаг влево. Кубинец, конечно, не ожидал такого сюрприза. Я говорил сегодня Молодец. перед началом поединка Янкеля Ларкона, что его поражение может окончательно подорвать уверенность в собственных силах кубинских боксеров. Вот для примера, тот же Тищенко сегодня настраивался на бой на фоне вчерашней победы Рахима Чехкиева, а кубинцы настраиваются на фоне своих постоянных поражений. Да, напряжение большое, приходится настраиваться самому. Никто тебя так не настроит, как сам. Да, судя по всему, кубинцы остаются без золотых медалей. Я даже не вспомню, когда вообще такое случалось в последний раз, чтобы баранка была у сборной Кубы. В случаях, когда они пропускали Олимпиады по политическим, каким-то иным соображениям, Да, их все, очень много. а все считали, что Куба возьмет тут больше всего медалей. Но Золотых. медалей она и взяла больше всего. Золотых. Золотой ни одной. Я говорю про золотые, Леш. 2 Олимпиады кубинцы пропустили. 84 и 88 года в Лос-Анджелесе и в Сеуле. А последний раз без золота они были в 68 году. Страшно себе представить. 40 лет с тех пор прошло. Последние 3 Олимпиады 4, 4 и 5 золотых. В Барселоне вообще 7. Seconds out. Да, в таком же темпе работать Round 4. казаху, и все. И он был в доме хозяин до конца боя. Сейчас, по-моему, он решил поработать больше так вот совсем на дистанции. Понимая, что 7 очков очень сложно отыграть Но ни в коем случае нельзя расслабляться. за один раунд. Кубинец начнет вкладываться в удары.
Ну и будет больше уставать. Видно, что кубинец более такой зажат, напряжен. Хочет попасть одним ударом, но не выйдет. Вот так же нужно было работать и Серику Сайпиеву, который играет, также в ринге двигается красиво и бьет. А он вот начал тоже как-то вот по-другому боксировал. Настроился. Вот Молодец, она где да. сказалась молодость кубинской сборной. И то, что у них очень много вторых номеров и новичков. Вот в финале это сказалось. Финал это все-таки такое. Здесь нужно либо быть настоящим мужчиной, либо стать им по ходу финала, как это было с Алексеем Тищенко 4 года назад, как это было с Василием Ломаченко здесь, украинским боксером. Кубинцы, похоже, что еще не доросли вот эти бои выигрывать. Не хватает им то ли духа, то ли Как хорошо он встречает на отходах. уверенности Приятно смотреть, какой-то. да. Молодец. Все, и ничего не нужно, сам придет. Просто Да. успевать встречать. Сборная Казахстана подтверждает традицию свои с каждой Олимпиады привозить медали. Василий Жиров в 1996 году, Ермахан Ибрагимов и Бекзат Сафарханов в 2000-м, и Бахтияр Артаев на прошлой Олимпиаде в Афинах. Со счетом 18-9 Бахыт Сарсекбаев одерживает победу. Приятно было смотреть. Красивый бой. Мне понравился. Да, у казахов праздник. Одна золотая медаль. Вторая на Олимпиаде вообще. И первая в боксе. Хотя у них тоже были надежды на две золотых медали точно. Ну, как главного фаворита они позиционировали все-таки Бахтияра Артаева. Думали, что категорию 75 килограммов сможет он выиграть. До этого у Казахстана золото здесь сумел выиграть тяжеловес Илья Илин в тяжелой атлетике. Да, все довольны. Серик Ананбаев. Все счастливы. От радости все прям просто. Сияют. Да, ну это праздник. Ну а что касается кубинцев, то предстоит им, наверное, разбираться, почему, имея 8 кандидатов на золотую медаль, они не получили ни одного. Психологически сломали. Я такого не помню, чтобы кубинцев когда-то кто-то психологически мог сломать. Ну вот, суди тут сама. все, тут, Леш, тут За все 40 происходит. лет. Тут в первом раунде снимают финале, тут в первом раунде заканчивается бой, отсчитывают три нокдауна. Ломаченко отбоксировал. Тут кубинцы проиграли. Ну что делать? Не всем побеждать. Я с тобой согласен, но ничто так не подтверждает стабильность, как время. А кубинская сборная впервые за 40 лет остается без золотых медалей в олимпийском турнире боксеров. Ну что ж, мы продолжаем свою работу, в том числе и в смешанной зоне для интервью. Там Александр Шмурнов уже готовится встретить олимпийского чемпиона. Возможно, это Нет, произойдет. они сейчас пойдут на... Ну, возможно, это произойдет после уже награждения. Сейчас все зависит от того, какой порядок здесь установят организаторы. Да, мы не успеваем брать интервью, потому что задержка идет. Не дают общаться. Ladies and gentlemen, the victory ceremony for the Beijing 2008 Olympic Games boxing competition. Welterweight, 69 kilogram, will begin in a few moments.